Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Руслан Хусейнов. Национальный проект «Безопасные, качественные дороги». Вот об этом сегодня и поговорим. Маршал. И сразу перейдем к нашему разговору, не будем тратить ни ваше, ни наше время. Заранее хочу вас поблагодарить за то, что нашли время приехать к нам в студию и ответить на наши вопросы. Начнем? Начнем. И мой первый вопрос. Насколько я знаю, Руслан, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал еще в 2019 году. Я прав? Это правильно. И тут мой первый вопрос. Какими они были все эти годы реализации данного проекта для Чеченской Республики? Каков итог за эти годы? Прошу. Итог такой, что мы, прежде чем перейдем к цифрам, население республики этот итог уже визуально сами ощущает. Да, действительно, безопасность качественной дороги стартовал в 2019 году. Завершение было в то время ориентировано на 2024 год, охват 2019-2024 год. Поставлены были задачи для Чеченской Республики, это доведение региональных дорог в нормативное состояние не менее 50%, что составляло в 2019 году 43%. Конец 2022 года мы уже добились результата 51%. Превысили? Мы уже превысили, хотя у нас в запасе еще год-два. Мы уже превысили. Также национальный проект у нас входила Грозненская городская агломерация, куда входили два городских округа, это город Аргун и город Грозный. Там была задача довести нормативное состояние дорожную сеть не менее 80%, а в 2019 году оно составляло не более 29%. Наконец 2022 года нормативный показатель у нас уже 69%. Опять? Успели? Успеваем, идем в ногу с опережением. Всего за эти 4 года, за прошедшие 4 года, в нашей республике было охвачено 259 объектов дорожной инфраструктуры. На общей протяженности 362 километра. 362 километра дороги, доведение до нормативного состояния, это уже значит что-то. Хорошо, и тут тогда перефразирую немножко свой вопрос. И он будет звучать так. Что было сделано в рамках национального проекта в 2022 году? Вот конкретно, скажем, в 2022 году. Увеличился объем дорожных работ по сравнению с прошлым годом? В 2022 году у нас было всего 77 объектов. Это региональная дорожная сеть у нас идет и местная сеть, куда ходит Грозная городская агломерация. Общий охват был 76,2 километра. Из них плюс еще 5 мостов. Мы в 2022 году довели до нормативного состояния 5 мостов протяженностью 378 метров. Из этих объектов, 77 объектов, это 9 объектов региональных дорог и 68 объектов, это Грозненской городской агломерации. 48 улиц города Грозного и 20 улиц города Аргуна. И в связи с вашим вопросом увеличение. Да, на региональной сети у нас увеличение идет в районе более 21 километра. Но у городской Грозненской агломерации с 19 по 24 год все объекты уже предварительно запланированы, километраж, вот все, уже запланировано, увеличение не может быть. Запланировано. Да, с 19 по 24 год ежегодный прирост уже запланирован, и на этот прирост выделяются денежные средства. И этот объем увеличения будет выполнен? И оно выполняется. Достигнут он будет? И достигается. Насколько я знаю, Руслан, новая редакция паспорта, структура национального проекта «Безопасные качественные дороги» расширена, так? Да. На сегодняшний день. Вот какие федеральные проекты входят в структуру национального проекта «Безопасные качественные дороги»?
В рамках 3 федеральных проектов нашей республики, Чеченской республики, реализуется 3 региональных проекта. Это региональная и местная дорожная сеть, которая осуществляется Министерством внутренних дорог, нами, и Грозный городской агломерации. Это мэрия города Грозного и мэрия города Аргуна. Вторая программа – это у нас общесистемные меры развития дорожного хозяйства, совместно Министерство автомобильных дорог и Министерство транспорта Российской Федерации. Но это имеется в виду установка фото-видеофиксации, камеру фото-видеофиксации. Да. Вот это совместная работа. И третий проект у нас – это безопасное дорожное движение. Осуществляет его уже Министерство транспорта Чеченской Республики. Вы мне можете ответить на один вопрос, Руслан? Когда слышишь о реализации данного проекта от некоторых других регионов, там возникает у них, по их словам, много проблем. Успеваем, не успеваем, надо, догоним, сделаем, а у нас все хорошо. Как? Как вы можете вот так заниматься реализацией и все предугадывать, и все выполнять в срок и качественно? У нас этих проблем, сказать, если не бывает, бывает, но не в глобальном масштабе. Все проблемы решаются взаимодействием всех структур. А если мы возьмем основные проблемные вопросы, у нас город Грозный, это, как мы знаем, является столицей нашего региона, густонаселенная, интенсивность движения, все. Хотя и приходится менять коммуникации, прежде чем провести ремонтные работы с устройством асфальтобетона. Все эти вопросы решаются. И решается скрупулезно и очень быстро, и оперативно. Почему? Потому что это сначала, как было поставлено главой Чеченской Республики Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым, командная работа, и здесь идет... Команда. Команда работает. Вот это не только дорожники, это команда нашей республики. Вот это самое главное. И тут тогда я у вас спрошу, а вот какие у нас самые заасфальтированные районы? И где самая большая протяженность автомобильных дорог? Ну, это сразу ясно, это Грозненский муниципальный район. Самый заасфальтированный. Не только самый заасфальтированный, и самый... Протяженность автомобильных дорог в Грозненском муниципальном районе у нас в районе 244 километров асфальтобетонного покрытия. Втором у нас идет это город Гудермес, Гудермесский район, и там в районе 195 района 200 километров асфальтобетонного покрытия. Всего по республике у нас на сегодняшний день более 1800 километров асфальтобетонном покрытии. Это много, мало, если в соответствии с другими, скажем, какими-то показателями других районов. По сравнению с другими, мы не будем на другие регионы, это очень хорошо. Это очень хорошо. Очень хорошо. Мне приятно это слышать от вас. Очень хорошо. Очень хорошо. Ну, тогда назовите нам наиболее крупные и важные дорожные объекты, как новые, я подчеркну, так и отремонтированные в рамках нацпроекта на территории Чеченской Республики. Да, это мы можем определить. Это благодаря национальной программе были отремонтированы такие крупные объекты, я скажу вам. Подъезд к городу Урус-Мартан, протяженность 9,7 километров. Грозный введена граница Дагестана, это от федеральной трассы до селения Герменчук. Объект у нас шел. В прошлом году у нас завершился объект, это объезд селения Герменчук, 4,3 километра. Почему они крупные, такие необходимые? Мы сами знаем, город Гудермес, город Урус-Мартан – это крупный населенный пункт. Да, согласен. Там было 2 полосы движения. Была необходимость разделения встречных потоков, чтобы избежать увеличения ДТП и смертности, уменьшить смертность. Вот все 3 объекта, которые мной были озвучены, они все сделаны из 2 полос, переведены на 4 полосы с разделительной полосой. То есть это самый оптимальный вариант. Да, разделили встречные полосы. Встречных аварий там не может быть. То есть мы вели на 0 аварийную ситуацию на этих участках дорог. И в этом году, в 2023 году, у нас один из крупнейших объектов – это реконструкция моста на 1-м километре подъезда селения Самашки. Это 103 километра, 103 погонных метров мост, очень крупный мост, был в аварийном состоянии. Работы идут с опережением календарного графика. Вот вас интересно слушать. Идеально.
Очень. Вас интересно слушать, Идеально, честно да. скажу. Тогда вот такой вопрос. Как мы знаем, а точнее также в рамках реализации, Руслан, проекта ремонтировались мосты и путепроводы. Вот насколько удалось продвинуться в этом направлении и насколько это важное направление для нас, для Чеченской Республики? Это очень важное направление. У нас всего в Чеченской Республике в региональной сети 250 мостов. Из них, из 250 мостов, у нас в предаварийном состоянии 30 мостов было. 30 мостов было. 2022 года, да, национальный проект дополнительно ввели параметр, это искусственные сооружения. Мы уже в 2022 году отремонтировали благодаря этой программе 5 мостов. Общей протяженностью 496 метров. 5 мостов. Хоть какие мы маленькие не были, но мы уже в масштаб уже видим. Это. Для нашей республики это масштаб. Это мосты, которые на дороге, и без этого моста коллапс будет транспортный. Невозможно будет. О чем я и говорю, это Мы масштаб в сделали любом это. случае. В 2023 году у нас в программе 4 моста. Из них 3 моста у нас в этом году будут введены. И один мост, это в селении Мескерюрт, он переходной в 2024 году до Алмала тоже введен. Это очень большое подспорье для мостового хозяйства нашей республики. Руслан, вот из ваших ответов я начал понимать, что улучшение состояния дорожной сети позволило снизить на чеченских трассах смертность в результате ДТП. Я прав? Вы правы. Если прав, то насколько? Есть какие-нибудь данные какие-то? Если данные есть, ежегодные данные есть, мы можем сказать, что приведение дорожной отрасли в нормативное состояние дорог и установка камер фото-видеофиксации, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, привело к тому, что по сравнению, у нас последние данные 21-22 мы сравнение сделаем, чтобы не... Все правильно, все правильно. По сравнению с ним, по данным ГИБДД Чеченской Республики, ДТП снизились по сравнению с 21-22 на 24%, а смертность на 44%. Это очень много значит. Это официальные данные. Это официальные данные, это очень много стоит, это очень много дает нам. Ну тут что можно сказать? Единственное, но низкий вам поклон за вашу работу. Хорошо. Но опять же, отличительной чертой национального проекта «Безопасные качественные дороги», насколько мы понимаем и знаем, Руслан, а вы знаете это лучше меня, является его открытость для населения. Правильно? Да, так точно, да. Насколько учитывается мнение общественности при планировании ваших работ? На этот вопрос мы ответим так. С начала работ по национальному проекту с 2019 года взаимодействие с населением – это одна из важнейших составляющих национального проекта. Освещение всех видов работ, что мы делаем, это все освещается. Как я прежде сказал, по городу Грозному основное внимание города Грозного – это на сегодняшний день 20 объектов 2023 года, 20 объектов, 20 улиц, 20 улиц включены в программу по обращению граждан города Грозного. Вот это уже, то есть их боль, их все рассматривается. Но еще учитывается то, что социальные объекты – это первостепенные. Согласен, Это первостепенно. Это правильно. Да, как бы вот телезрители подумать, если я обращусь сейчас письмом или как-то, сразу включат. Нет, здесь подход другой. Социальные объекты, потребность именно в этом районе. Все прорабатывается, все учитывается. Прорабатывается. Для этого мэрия города Грозного, мэрия города Аргуна, они все вопросы просматривают. В принципе, мы что можем сегодня сказать, что в Аргуне, что в городе Грозном, мы видим, в принципе, даже если захолустье, гравийных исполнений дорог, можно сказать, уже не остается. Я более того скажу, больше того скажу. Хорошие дороги. Очень хорошие. Сам езжу, поэтому я говорю по факту. И все это видят. И все это видят.
А если спросить о повышении эффективности системы контроля проводимых работ в дорожной отрасли? Согласитесь, тоже немаловажный вопрос. Как проверяется качество выполняемых работ? Вы правы, это не только, это один из основных вопросов. Один из основных. Один из основных Прошу. вопросов – это контроль качества дороги. Да, по этому подходу у нас уделяется очень сильное внимание. В Министерстве автомобильных дорог имеется лаборатория, оснащенная современным оборудованием, требования современных ГОСТов. Как мы знаем, сейчас уже по новому ГОСТу выпуск асфальтобетона, устройство асфальтобетона идут уже с новым ГОСТом. Поэтому оборудование было закуплено. Я вам скажу, недешевое оборудование. Это министр автомобильных дорог Тумхаджиев Букар Бухарович определил, нашел средства, чтобы мы имели эту лабораторию. Эта лаборатория выезжает на место, имеется входной контроль, то есть при получении материала, конструкции изделий, при укладке, при строительстве, это все ежедневно, ежечасно проверяется, идет лабораторный контроль, строительный контроль, имеются курирующие кураторы, закрепленным приказом за каждым объектом. Грозненской городской агломерации, у них таких служб нет, у них заключены госконтракты на строительный контроль, который по всей России практикуется. То есть нанята организация, которая имеет свою лабораторию, по-моему, она у них базируется в Ростове-на-Дону, оттуда организация. Контроль качества идет очень сильно. Контроль есть. Контроль есть. Контроль жесткий. Жесткий есть. Вот это Результат самое главное. видно. Вот это самое главное. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, но у нас есть время задать вам два вопроса. Как мы знаем, ключевая цель национального проекта – повышение качества жизни населения. Я думаю, вы со мной согласитесь. Да. Именно поэтому особое значение уделено восстановлению дорог, ведущих к социально значимым объектам. Вот каковы планы нацпроекта в этом вопросе? На 23-й, скажем, на 2030 год. Вот так скажем. 23, 30, начиная с 2019 года это Можно идет и у так, нас, прошу. это продолжение идет у нас. Мы действительно, да, в плане этого работаем с другими программами дорожного, ежегодно синхронизируем наши работы с другими нацпроектами. Это здоровье, комфортная среда, то есть где у нас сейчас идет застройка кварталов, где будут новые детские сады, школы, все. Это уже городские агломерации закладывают именно эти районы, как мы до этого озвучили это. Поэтому социальным объектом, именно как вы говорите, мы все делаем для населения и для народа. Основное внимание уделяется этому. Нет, чтобы сказать, сегодня там кто-то что-то там сказал, и сделать дорогу, где 2-3 дома. Да, им тоже дорога нужна. Но есть улицы, которые проживают, например, сотни человек, там Тысячи человек. тысячами людей проживают. Первоочередное вот эти задачи решаются, и этому внимание очень сильно уделяется. У нас таких объектов достаточно. Очень, да, очень много достаточно. Если мы даже по городу Грозному посмотрим, вот которые в основном последние годы они сделаны, например, 8 марта больница, Павла Мусоров больница, в районе 9, бывший 9 больница, все дороги сделаны. Где больничная сеть, что мы делаем? Детские сады, то же самое стараемся. Вот эти вопросы не заброшены, они под особым вниманием. И это хорошо, и это правильно. И последний вопрос. Но я не знаю, вот захотите, можете ответить, захотите, можете не отвечать, но вопрос, касающийся... Хорошо, я задам, а там решать вам. Если я не ошибаюсь, недавно Чеченской Республике вручили памятный диплом и символический каток за достижение наилучших показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Я прав? За 22 год. За 22 год. Да. Спасибо за поправку. А также регион был отмечен дипломом Росавтодора за информационное сопровождение дорожного нацпроекта. Я прав или будут поправки? Вы правы. Единственная поправка здесь будет в чем? Помимо этого, там же в Казани
На заседании Президиума штаба правительственной комиссии по региональному развитию научно-практической конференции эффективные подходы и реализации дорожной деятельности на территории субъекта Российской Федерации заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным была вручена команде Чеченской Республики памятный диплом и символический каток за достижение наилучших показателей нацпроекта БКД. О чем мы и говорим. Кстати, с 2019 года, благодаря поддержке нашего главы Чеченской Республики Рамзана Ахмадовича Кадырова, Чеченская Республика лидирует среди регионов и ежегодно получает и отмечается дипломами и символическими катками. И в этом году у нас задача то же самое повторить. Да, Руслан, вы меня извините, но как у вас это получается? Из года в год оставаться лучшими, одними из лучших. И даже, я не побоюсь этого слова, лучшими, да, я повторюсь. Как? Работа, команда работает. Это не только Минавтодор. Но команду надо уметь подбирать. Вот это действительно, это не только Министерство автомобильных дорог заслуга, это заслуга, во-первых, главы Чеченской Республики, который обеспечивает, действительно, вы посмотрите, технику, которой мы владеем, асфальтобетонные заводы, завоз материалов, которые извне необходимы, это битум, аминдобавки, все. Никаких проблем у нас не бывает. Поэтому нам только работать. И мы работаем. Спасибо. Любые препоны убираются. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи! Спасибо. Адыкен. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Руслан Хусейнов. Вы все сами слышали. Ну а если отойти от официального разговора и сказать своими простыми словами, вот действительно, дороги у нас в республике, согласитесь, шикарные. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.